красиво петляет. Эстонбур, воздух суна, простор, синван, он хоть змея, муна, была Красная Горка, вот, но километра 300 над Эстонем. Вот вся петля это муна, цвета сложно, не просто вся зеленая, а тонко зеленая, коричневая, зеленая, зелено-охристая, зелено-голубой. Вот, но вот талон, например, кымыра, поэтому цвет тесечивается. А вот прича цвет тесла совсем мадыкач, потому что если шондия, это совсем мадык палитра. Краска сетния. Не, ну, состав чистый цвет из нее, а природа чем цвет тес обуешь. Я буду цвет тес смешанный, составной. И палитра сыпанда и кером, чтобы цвет тес один зачемся. И чтобы художник точно зачем цвет один, и пукты вся картина была. Только секвались картина пандать час, а то сидь, остой, без палитры уже остой. Керам сейчас рисует там картина. Так, о, вежок со стенем, не он сын елочка, будет мама лет 10 назад из Вестон. Вместе я живы. Раз, муна, два, муна и кмыррез главное. Природа вся вещь один чужа. Лет 5-10 пройдет, и если младый класс совсем. Но гораздо силу это созвешивает, зачем и коль час. Вот к чему саем. О, так, айстан такой. Он, я все, что зеленое, давайте вежечни. Все, что зеленое. Красная горка совсем Будас почти рисуйте. Есть они шира сетчин, сетчин трамплин сдан, и даже демина саяс. Картина ясуна. Но мы на места вся любимой, удобной. Вот любой порачивай локны танцуавно и рисуйчины. Глянитчинами мы. Арысван переходные периоды, вот октябрь, листочек кес ечани, что бежали рисуют. Шутка, конечно. Вот, и Тулус апрель. Вот апрель стихинло злениче, гречь, лым, а мем гляниче оця лым стола, злимок кес, шорок кес котартана, тядян басак. Темный куст эста, кнопочка не, он цвет скромлан. Вот, сейчас мне это так, вот не такие в тени. Сейчас высветлим немножко. Медак шуаба, если нашел полчаса у Джауна, Лас Эдинбург. Каждый художник должен работать так же, как музыкант, каждый день. Потому что потом рука очень сложно настраивается, когда долгий промежуток, и ты не работаешь. Поэтому каждый день. Часа по два, ну 2 это очень мало, но хотя бы по полдня ты должен сидеть и работать. А когда сидишь и работаешь, втянешься уже и не замечаешь, как время проходит. Мы собрали всех талантливых людей со всего округа. Вот. И у нас произошло первое собрание в 1995 году, вот, где мы приняли решение, что мы создадим такое объединение. И после этого собрания мы уже практически не расставались. Но у нас художники, они все практически разножанровые. Вот Леонид Брашкин – это гуашист, единственный, причем не только, может быть, у нас в округе, но и в крае, потому что мало художников работают этим материалом. Потом у нас есть художники, которые работают пастелью, это Ольга Жданович. Она очень тонко чувствует фактуру этого материала, тонкость этого материала. Вообще работает очень виртуозно. И акварелисты. У нас Володя Москалев, он известен во всем Пермском крае, не только здесь у нас. Тут, конечно, очень такое вот поставленное письмо, наработанное письмо, ведь 25 лет это много значит. Ну и есть у нас еще графики, книжные графики. Моя мечта была быть художником, и она у меня воплотилась. Каждый художник рисует природу, воспевает красоту нашего края. Вот эти наши вот полуразрушенные деревушки, домишки. Вот.
рисовать красивые здания, это как бы не очень интересно. А вот то, что вот это вот уже старина, полуразрушенность, забытость, вот это красивый мотив, лейтмотив для работы. В этом сюжете это у меня сборная, то есть у меня вот слева-справа это есть этюды, которые я сделала много лет тому назад. Я собрала вот это вот графический свой материал и придумала вот эту композицию. А то, что вот там с лошадьми, это тоже пленерная работа, это тоже есть у меня вот такой вот набросок. В основном я делаю на выставке, потому что каждый самый художник должен иметь выставочные варианты. Тот художник не художник, если он не выставляется. Для чего доработать? Чтобы хранить в закромах? Нет, мы должны показывать это народу. Коми-пермяцкое книжное издательство меня чужие 30-е годы и сия качань позже вещтали, что поначать над коми-пермяцкой книгой Туюз. И это Туюз над ло бычем да ащама и басок сиян, что имаш мен и буравторес, и, конечно же, имаш бур художникес. И художникес лан творчество пета книги спырьет над один бычема сидша и быткоди. Один учит торнло учат челять понда книги из леджем. И вот с этого над петас тоже учит паис художник излан. Это Полина Рычкова, основной художник, когда кера челять понда. Вот Анне когда вот медбер я издание здесь, мне было отмечала вот эта книга Сатошине тоже. К часе я керис черпасы, вот чем бучом рисунок. Рисунок с прибаутки, с потешки, с комбинацией вылом. Тоже щекотуж, но сила на образ здесь медимает один матине челядь, дни челядь один бура реагирует с рисунок из выло, один с чем ловяш, картинки и сия на матине челядь слон. Коми-пермяцкая, конечно, меня художник из Анпаис, книга Заротема, книга Лечем один лежит. И успех из над меня книги из Лан 20% на 50, но художники с учень. И мне один раз, что меня не имешь, и аж зорамын и оджлань, ми рада шпырны катуджальна, и ежели и муч, и ми пыр, ми корама. С детства притягивала бы вот связанное с природой, и как бы отобразить вот как раз искусство с яменом щета, то есть будет красота, когда басок местается, яныш, когда вот кажа наджан, и сия через себя как бы пропускаешь, и сия его уже в работе, как отражение души, вот любовь к природе, родной край. Миан сясерчем богатой и разнообразной, уна один энергия щета. Вот, и сышань над-то вот зарождается в художнике, в мастере, вот, любое изделие, любая живописная работа. Меном над-то сейчас как бы вспомнить, да, книга я сама уже оформила, слава богу, уна. И мне даже гордиться, что писатели вот обращаются как бы меден, чтобы вот оформить шамка книжка. Самое интересное это вот то, что выйдян тексты съезжа через себя как бы пропускаешь. Мы вот моданы писатели свечтавны слово, как бы, ну, а ми уже либо графический, либо живописный, шамка графический рисунок. Вот. И мукот прыща, конечно же, обваны щекот тема, скадно вот выразить в рисунке. Слово из нас качка вот басака гижасы, а вот рисунок нас вот думальцы. Коми-пермяцкий краеведческий музей художественная коллекция пырта аспочкас 1000 даджинча унажек картина. Это живописное графическое произведение. Мне верма мошачно сиан, что коллекция эмаш картина из буде знаковой коми-пермяцкой художник злан. Не алуджиташ, не атыртамаш. Это картина из сечем художник злан Виталий Аньков, Иван Крохолев, Дмитрий Евстигнеев, Геннадий Алексеев, Андрей Горкунов, Аркадий Мошев. Неаслан серпасыз шилотиса, пармалыш бут торса, мучалиса будас басакса, интересныйса ком пермяцкой мулыш.
Музей нуна картина с художники злан кот нагижена някада. Уна ладыца творчество Леонид Николаевич Брашкинлан, Михаил Петрович Гуреевлан, Артур Юрьевич Штейниковлан, Татьяна Николаевна Надымовлан, Нина Юрьевна Новиковалан, Полина Александровна Рычковалан. Да молодых художники занагоднапырано объединение художники Пармы. Быт художникас аджа аланса асмознас, быт ладерчань мечала слышаща маса. Пукта сасуджит за быда щелемса, быда словса. Мычала мианна будлун шаоланыш, мыка необычная да удивительная. Чак-то думайтна да вечно юрун, кыркащаса, вашса, кыджолыса миан деддезнам, кычам басак миан муном, кычам дона миан уланным. В 1886 году в центре Коми-Пермяцкого края Кудымкаре в семье строителя мельниц родился Петр Иванович Субботин-Пермяк. Окончил Строгановское училище. В 1934 стал профессором декоративной живописи. Новую власть принял умом и сердцем. Удостоверение. Предъявитель всего. Художник Субботин-Пермяк уполномочен подготовить художественную часть празднества в честь годовщины Красной Армии. Все учреждения и лица приглашаются оказывать товарищу Субботину-Пермяку содействие в исполнении возложенной на него задачи. Член Революционного военного совета республики, председатель Высшей военной инспекции Подвойский. 25 января 1919 года. Сохранились лишь эскизы оформления праздника. Москва в этот красноармейский день выглядела необычно, нарядно, пышно, разноцветно, живописно. Поэт Василий Каменский. Чаепитие. В 1984 году картина экспонировалась во Франции.
Песнь Перуну. Красный праздник. Вниз по реке. Художник Петр Иванович Субботин-Пермяк знал и любил свой народ и изображал его правдиво и душевно. Лучшие картины «Вниз по реке», «Песнь Перуну». Это произведение изящной кисти, яркого и зрелого таланта. Писательница Вера Панова. Третьего января 1923 года в 7 часов 30 минут вечера остановилось сердце художника. За 5 минут до смерти он сказал своим друзьям и близким: «Надо жить радостно, красочно, ярко».